Так, всем привет, дорогие друзья. Я, знаете, что забыл? Я OBS включил. Короче, здесь запустить трансляцию в самом YouTube я не включил. Я не понимаю, почему оно не синхронизируется. Оно должно синхронизироваться с YouTube и автоматически включаться. Но, да ладно, я не разобрался и сейчас разбираться не буду очень долго. Два чата включено. Вот сейчас чат один уберу. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь такое? Привет, привет, дорогие друзья, всем привет. Я, как обычно, с чайком, поэтому не судите строго. Только все дела доделал и бегом, поэтому я и опоздал на чуть-чуть, на 5 минут только. Я тут смотрел, читаю, общаюсь с вами, вроде бы запустилась трансляция, потом смотрю, вы пишете, что-то между собой общаетесь, и я понял, что все. Да, в очках так хорошо, я вот одел и просто кайфую. Я вот смотрю туда, все вижу, всех зверей вижу. Так, на улицу выйти, ну не знаю, будет этот ловить. Давайте на улицу попробую выйти. Должен ловить. Орешки взять. Так. Так, а вот у нас стол. Здесь насосы здесь появились. Под этот лазят. Так, сейчас вы мне скажете, ловит интернет, не ловит здесь. Так, подождите. Телефон. Блин, уже 8:30 время. Так. Так, ну что. Ой, как хорошо, всех видно. Давайте я всем покажу вам, какой здесь видок вот так у меня. Вон, всех вижу. Там у нас играется Луя с малым. Малого закрыли. Я вам сегодня видео постараюсь сделать и выпустить. Запахи здесь, конечно, красота. Лучше, чем в комнате. Ну, отлично. Это у нас смола здесь течет с деревьев. Еще усадку, посмотрите, нифига не дал дом. Вот он. Еще целые пальцы здесь. В общем, с чего начнем, друзья, дорогие? Как ваши дела? Как настроение? Что там, Луя? Луйка, все хорошо, немножко деформация ушка. Но мы... Как мы? Почему-то мне хочется постоянно говорить мы. Не знаю, ну... Не хочется якать просто, наверное. Ну, в общем, отвез я ее в ветеринарку. Там все подшили, зашили, но немножко ушко деформировали. Так как, скорее всего, там мне профессионалы зашивали. Ну, мне так кажется, потому что профессионалы бы зашили так, что... Ну, прям стык-стык, а не вот так чуть-чуть. Ольга Хоппен, здравствуйте, Хоппен. Сколько уже учу, все забываю, как правильно. Как ваши дела? Спасибо огромное за подписку вам всем. Мои зрители, мои спонсоры, кто подписку делает. Помогает все равно очень этим всем. Так, 200 рублей кто-то скинул, но кто, неизвестно. А где Рамзик? Рамзик в отпуске. Братиш, хорошо. Кстати, мне денежку тоже скидывали люди. 10 тысяч один человек скинул на братиша. Сейчас я зайду, прочитаю его имя, потому что, я думаю, будет приятно ему. Спасибо ему огромное. И кто-то еще там присылал денежку. Так. Где у нас Сбербанк? Бонжур с компа стрим. Бонжур, бонжур. Да, с компа.
Да, остался одинешенек из людей. Ну ничего, скоро будут гости. Завтра ко мне должен один из волонтеров приехать здесь помочь. 500 рублей, Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо, Андрей Андреевич. У Арии будет своя зона? Юлия, здравствуйте, здравствуйте, спонсоры мои. Фурички на мяско. Ксюша, спасибо тебе огромное. Спасибо. Очень приятно. Вы так фурию любите, да, смотрю, многие. Но она питается, я скажу, после Акелы на втором месте. Ей потом дается все самое такое из всех волков. Ну вообще им всем одинаково все дается, но братишу понятно, там ему чуть-чуть другие кусочки дают. Сейчас мякоть одну даю в основном. Татьяна, здравствуйте. Спасибо за подписку, еще раз повторяю всем. Спасибо за вашу работу и за позитив. Даша, спасибо большое. Спасибо за 500 рублей. Дай бог вам всем здоровья. Дай бог, говорю. Так, братшу на зубки. Любовь Олеговна присылала что-то. Только здесь вот сумму. Магическому волку 300 рублей. Татьяна Афанасьева 1000 рублей. Спасибо вам огромное всем. Дорогие друзья. Так, кто-то тут еще. А, это я отправлял. Так, а как тут посмотреть? Блин, прочитать все. Стоп. Я же не читал тут все. Дмитрий Геннадьевич. Во, Дмитрий Геннадьевич. Если вы слышите, спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья. Пишет, полечи зубы братишу. Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам большое. Андрей, почему у тебя нету ВСЛ? Ну, на самом деле, мне интересны были эти собаки, но я не нашел подходящего для меня. Я давно интересовался ВСЛом тоже. Не нашел по красоте, на тесты. Юлия, спасибо большое. Спасибо, Юлия. Они в основном пятнистые, все такие, как бы, ну не подходят даже для разведения дальнейшего какого-то. Конечно, не хотелось бы вливать ВСЛ именно в эту породу. Но если бы достойный вариант какой-то бы попался, то, возможно, бы что-то и было бы. Братишу на зубки, привет с Иркутска. Привет с Иркутска. 500 рублей, спасибо большое на зубки. Думаю, через недели-две, после 25 чисел будем смотреть, записываться и ехать в клинику. Не буду говорить какое, но будем ехать. Расскажи про Луйку. Все хорошо с ней. Это та умная новая тайга, она хватает за, как сказать, она ждет оплошности от Луи. А Луя, как это, ребенок еще, лезет драться и все, больше ничего. Сказал Сансар, у вас как будто вообще другой мир, отлично. Амир, спасибо большое. Спасибо, друг. Вы получили 212 рублей. Что-то кто-то написал. Сейчас все расскажу про умку. Подождите, договорю про ВСЛ. Кто-то еще тут про ВСЛ что-то писал. ВСЛ, чтобы вы понимали, восточно-сибирская лайка. Они отличаются от западно-сибирских лаек. Они отличаются, они покрупнее. Но я вам скажу, которые у нас лайки, они нифига не крупнее наших лаек, которые у нас есть. У нас вот даже вот эта новая тайга, которая пришла, ни одной ВСЛ я такой не видел. Ни одной. Ну, максимум я видел, как наша тайга. Но вот как новая тайга, это вообще это на весь золото. Ольга Мэр, здравствуйте. Дальше что? Что у нас дальше? Когда начнете строить вторую выгрузочную зону? Друзья, ведутся работы, ведутся переговоры. Сейчас общаемся. Кстати, подписчик мой, он давным-давно мне писал. И я только обратил на него внимание, так как очень много сообщений. Так, где он у меня? Максим. Вот, Максим.
Что-то мне он тут прислал голосовое, но я думаю, это личное, не буду вам отсылать. В общем, вот Максим, вот даже вот у меня есть подписчик, вот он мне скидывает все эти расценки на металл. Он занимается здесь в Питере, знает где, что, как выхватить. Ольга Мэш, спасибо большое за 200 рублей. В общем, ведутся работы, уже настроится. Строится же изначально, как надо строить все. Сначала все грамотно подойти к этому, к этой стройке, рассчитать все, узнать, купить материал, заказать его. Понимаете, расчистить полностью территорию всю, заняться этим всем. Как бы в одного-то это капец. Зачем себя рвать, когда есть люди и есть помощники? Зачем себя рвать так, чтобы потом лежать и ничего не делать, и ничего не успевать, и видео не выставить, и дела не поделать, и ничего вообще, ты ничего не можешь делать. Если ты занимаешься каким-то делом здесь, вот я, да, целый день могу что-то делать здесь, все, этот день как бы он, да, сделалась какая-то работа здесь, да, она видна, но работа по каким-то продуктивным моментам, она вообще не видна, ее вообще нет. И просто все вот так стоит, начинает стоять все в очередь, и от этого у меня все стопорится, и работа, и движухи все, и все вообще. Приятного вечера и хорошего стрима. Лена, спасибо вам большое. Вам тоже дай бог здоровья. Всей вашей семье привет. Кирилл Барт. Успехов. Кирилл Барт. Подождите, дайте сфоткаю тебя, Кирилл. Кирилл Барт. 10 тысяч рублей. Спасибо, друг, большое. Если есть у тебя возможность, напиши, пожалуйста, мне в WhatsApp. Интересно, когда такие люди такую сумму донатят, хочется лично поблагодарить. Спасибо тебе большое. Всей тоже семье привет, дай бог здоровья. Спасибо большое. Спасибо, что вообще поддерживаете, вообще каждому человеку спасибо, кто внес какой-либо вклад. А этого вклада очень много было за вот это все время. И я не знаю, если честно, как всех благодарить, это очень тяжело. Многие мне там говорят, да ты там зажрался, ты там... Я просто не вижу, я всегда всех отблагодарю, всегда вот каждому скажу спасибо. Но бывает, не видишь сообщения, ну просто не видишь их и все. Хочется ответить каждому, хочется каждому руку пожать, обнять, там сказать, блин, спасибо огромное, там пообщаться, вот так посидеть, кто ты, что ты, откуда ты, чем ты занимаешься. Мне тоже очень интересно. Есть щенки Атакелов, заповедника, Дмитрий Ястребов. Спасибо за 100 рублей. Нету. Нет Атакелы, нет. Андрюха, по размерам Ария больше, чем Рагнар? Нет, она не больше его, по весу Рагнар больше, и по росту, я думаю, он тоже больше. Я думаю, в пушистости отличается в том, что мы все равно на севере России находимся, Петербург. А Волгоград это такое место, это очень, ну, как сказать, место южное, и поэтому там адаптируется он к такой местности, и поэтому у него нет столько шерсти пока что. Ахмат Идрисов. Андрей, когда заберешь брата Ари? Куда забрать? Брат Арии принадлежит владельцу, у кого он сейчас находится. Это Алексей Марченко. Это его щенок, его гибрид. Сегодня звонила женщина такая интересная. Звонит: здравствуйте. У вас же волки, да? Я говорю, да. Она говорит, можно приобрести волчонка? Я говорю, а вы кто? Зачем? Для чего? Куда? Лицензии есть? Говорю. ИП, зоопарк, там что, кто вы вообще, чем, как заниматься? Сейчас же закон с 2020 года, нельзя приобретать просто любому там человеку, взял и приобрел. Нет, просто, говорит, что ее как собаку нельзя, говорит, держать. Я думаю, блин, капец, как я мог вообще взять трубку? Глеб, 100 рублей, почему с Акилой нет связи у вас, почему он не дается тебе как раньше, в чем проблема? Глеб, я не вижу никаких проблем, откуда вы взяли вообще это. Почему такие вопросы? Нормально мы контачим с ним. Алит, ты что, охотишься там? На пруд вот так смотрит, там жучки всякие плавают, вот такие. Там могут лягушки, кстати, заплывать. Тут лягушек вообще появилось, этих жаб, капец. Вообще капец просто.
300 рублей Оксана Александровна. Спасибо вам большое. Вы получили 4000 от 400 от Танч Лейс. Танча Лейс. Спасибо вам огромное. Вы прям меня сегодня радуете все. Спасибо вам огромное. Дай Бог всем здоровья. Огромное спасибо за то, что ты и твоя команда делал. Виктория Турсина, 1000 рублей. Спасибо большое. Виктория, спасибо. Да, моя команда на самом деле молодцы большие. Это те, кто спонсирует, это и есть команда. Кирилл Барт, ё-моё. Спасибо за твои труды. Я порой думаю, каких это сил и терпения стоит заниматься этим. Ты большой человек с добрым сердцем. Желаю успехов во всех начинаниях. Буду следить за успехами Умки. Слушайте, точнее, у меня сейчас истерика начнется, Кирилл. Спасибо тебе большое. Я думаю, нам надо лично пообщаться. Напишите, пожалуйста, мне в WhatsApp по номеру. Номер прикрепленный в описании под любым видео. Начинается на 8913. Спасибо огромное. Здоровья. Я желаю только здоровья вам, потому что здоровье в наше время это все. Вот когда нет здоровья, лежишь, болеешь, да, там перед морем заболел, еще ты вообще ничего делать не хочешь. У тебя ничего вообще нет. Вообще ничего нет. Просто тупо вот жить даже не хочется. Поэтому здоровье важная штука. И спасибо, Кирилл, большое. Спасибо. Я надеюсь, что вам это в 10-кратном размере вернется. Когда-нибудь, возможно, и от меня. Андрей, привет, рада видеть тебя. Санта Б, спасибо огромное, я вас всех рад видеть. Спасибо вам большое. Так, друзья, ну давайте, вот задавайте вопросы еще. Я просто с темы сбиваюсь постоянно, о чем мы разговаривали. Давайте развивать какую-то тему интересную и спрашивать. Вопросов очень много было насчет Умки нашего, который сейчас приехал. Вот давайте, можно насчет него, можно насчет Арии. Сейчас вообще планируется, идут переговоры насчет полярного волчонка одного. Ольга Хоппе. Еще немного братишу на зубки. Спасибо большое, спасибо огромное, 2000 рублей. Спасибо, Ольга. Привет, Германия. Германия, всем, Франция, кто нас смотрит. Говорите, кто откуда. Канада, Америка, все. Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Всем огромный привет. Сейчас ведутся переговоры там с одним зоопарком, не буду говорить каким, но у меня пока, в общем, не получается. Не буду говорить причину, потому что причина у всех всегда одна. Вот и все. Пока что думаю, поэтому Ирландия, привет, Ирландия. Андрей, ты меня извини, по поводу Умки есть сомнения. Ксюша, говори как есть, я объясню, я расскажу, я объясню. И ваши все сомнения, возможно, они улетучатся. Кирилл, если ты смотришь, жду от вас сообщения. О, Новый Уренгой. Кстати, в Новом Уренгой, когда я начал переезжать, очень такой поток пошел большой, приехать посмотреть Акелу. Но, увы. У Ари будет своя зона. У всех валендов и гибридов будет своя мини-зона. У Ари не будет такой большой зоны, естественно. У нее будет чуть другая зона. У них чуть другое, потому что Ария будет выходить гулять. Пока она, слава богу, США, привет. Мы, кстати, туда щенка отправляем. У нас есть небольшие проблемы. Если у вас есть какие-то там люди, кто может помочь, тоже отпишитесь. Кирилл Барт, полегче, пожалуйста. Хоть дозируйте немного, а то мало ли у Андрея сердце не выдержит. 3. Эскорпионер. Спасибо тебе большое за 1000 рублей. Совершенно верно. Правильно пишете, но сами понимаете. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего понемножку, но хорошего всегда хочется много.
Андрей, Рамзан вернется в парк? Да, конечно, Рамзан полноценный рабочий нашего парка Волков Северных. Он полноценный работник здесь, он выполняет свою работу достойно, помогает. Все, что я у него попрошу, он делает, потому что бывают моменты, когда, ну, реально, там я что-то делаю, мне нужна помощь, помимо его, там, который работает, ему задание дает, он всегда придет на помощь, всегда помогает, никогда не ноет, вообще, ну, все прекрасно, и Рамзан хорошо себя показывает. Нет ли в планах построить вольер дочком? Да хотели вот построить, ну, наверное, построим сейчас, когда все начнется, зона. Просто, видите, надо распределить. Сейчас вот как раз у Максима жена, она дизайнер, архитектор, и мне нужно, у меня в парке я сам рисовал, сам планировал, где что будет стоять, где какие вольеры. И я ему прислал, мне надо, чтобы, как сказать, все распланировали, что, куда, где, что стоять будет. Мне тяжело одному, я как бы, ну, со своей колокольни вижу, как что. Ну, а в основном я, ну, все равно нужна помощь таких людей, которые в этом хорошо понимают. Андрей Тарасов. Андрюха, планируешь в августе месяце взять волонтера одного человека? Андрюха, пиши мне в WhatsApp, добавлю тебя в группу волонтеров обязательно. Сейчас начнется стройка второй выгрузочной зоны. А вот этот лес, видите? Вот этот лес. Его надо будет весь рядить. И нужна будет реально колоссальная помощь, физическая помощь. Выкорчевывание деревьев, стрижка травы. Ну, короче, здесь работы будет хватать. Поэтому приедет Сергей, дай бог, с Москвы будет помогать. Уже договорились, но просто дату сейчас не можем. Сейчас очень жарко, поэтому сейчас, если приедем, ну, целый день вареный, смысл. Тут рядом рабочие приезжают в 8 вечера и уезжают в 4 утра, работают ночью. Потому что реально жара. Просто. Цезарь, имя Цезарь. Прикольно. Понимаете, имя щенку надо подбирать не так. Вот просто понравилось имя и подбираю, и все, его назвал. По поведению, по характеру. Умка — это такое имя, которое выбрали, как сказать, я, может, и другое бы выбрал имя, но очень много народу и родственников, кто здесь был, жена, мама, Рамзан тоже. Мы думали, ну, Умка, но он реально похож на Умку. Вот просто взгляд, поведение, какие-то вот, ну, вот смотришь на него, вот надо посмотреть на щенка, присмотреться, как он себя ведет, какой у него характер, от этого давать ему имя. Кто жених Ари? Еще не родился. Так, Андрей, можно вам прислать посылку в парк Санта-Би? Конечно, я не буду против, только буду благодарен. Спасибо вам большое. Рамзан, кто по нации? Я думаю, пусть он сам вам скажет, он почему-то скрывает свою национальность. У него не одна нация. Поэтому, может, и скрывает. Ольга Мэр, спасибо за советы. У нас тоже стоит в планах ее отвезти сейчас. У нас, опять говорю, у меня в планах ее отвезти. Вот, я уже связался с офтальмологами, ну, животными, кто занимается, и повезу ее в скором времени тоже туда. Надо, чтобы здесь кто-то был. Я не могу вот так разъезжать туда-сюда, когда без присмотра здесь находится парк. Хоть и камеры есть, но все равно. Так, Ксюша, ты так и не сказала ничего. Или я пропустил твое сообщение? Так, да, я почитаю, может, я прислал. Так, а сколько нас в прямом эфире? Расскажите, пожалуйста. Андрей, ты говорил, что черных темных волков не хочешь. Понимаете, здесь
чуть-чуть другое. Почему? Я говорил, что мне никогда не нравились черные волки. Вот Акела первый волк, которого я полюбил. Санта Би, как можно узнать адрес, чтобы выслать вам посылку из Ирландии? Вы мне напишите, пожалуйста, на WhatsApp. Прям пишите, я такая-то, такая-то, хочу то-то, то-то, чтобы я нашел и ответил. Потому что кто-то пишет просто привет, здрасте, как дела. Я не отвечаю на такие сообщения, их просто 1000. Я не успею, я 1700, ничего себе. Андрей, у вас есть планы Акелой с новой тайгой повязать? Вот это хороший вопрос. Вот этот задавали вопрос, там тоже очень много людей. Вообще это была бы, конечно, идеальная вязка, но, я уже рисковать не буду. У меня есть достаточно опыта и достаточно своих планов. Поэтому я обещал вам, я обещал себе, что вязать фурию я буду гибридом один раз или вот, для селекции. Конечно, если вдруг пройдет форс-мажор, Акела не подружится с фурией, то я даже не знаю, как это все пойдет. Тут надо будет думать, сидеть. Это же не просто такое, пальцем тыкнул и все. Здесь надо все детально об этом думать и делать какие-то выводы, приходить к одному мнению, чтобы это было не как попало, а чтобы было в пользу и мне, и всем. Андрей, скажи, кто в какой зоне будет? Акела и Фурия, дай бог, если подружатся. А остальные все я переведу Алиту к братишу туда. Тайгу тоже, если что, туда к братишу. Потому что тайга не будет. Новую тайгу пока вот так все в вольере будет. Малышей тоже, наверное, туда можно всех пока что. И буду заниматься вольерами для валендов. Там вольеры чуть поменьше, там и денег меньше надо будет. Не знаю, в раза 3-4 точно меньше будет денег стоить. Хочу 15 на 15 им такие делать. Помимо волков никого не будет. Мне много, я же говорил, что я хочу в планах. Вы посмотрите, пожалуйста, мое интервью. Второе. Первое мое интервью, когда я говорил об этом всем, это было 1,5 года назад, когда я мечтал об этом всем. Уже почти 2. Я рассказываю в интервью, что вот я хотел бы вот такой парк создать, где там северные животные, в условиях таких, которые приближенных к естественным. И потом вторая часть вышла, и я там все рассказываю, друзья, очень детально, подробно. Посмотрите, пожалуйста, это видео, второе интервью мое. Что случилось с Луей? Зашивали ее, новая тайга ее цепанула. Когда братиша на прогулку? Пока нет никакой прогулки ему. Тайга, потому что она самка. Вот и весь ответ. Привет от Литвы. С Литвы. Джона, спасибо большое. Вот у меня вопрос. Зону отпустишь. Когда фурию в зону отпустишь, как заходить будешь? Она на пространстве и на пасе из-под тяжка может. На пространстве, я думаю, она больше будет дистанцию держать, соблюдать. Это в вольере у нее дистанцию нет. Ксюш, ты ж про малого хотела что-то спросить. Давай отвечу на вопросы. Фурию буду пытаться знакомить, когда вторую выглушенную зону сделаю, отсажу братиша, время немножко пройдет, чтобы она немножко остыла. Тайгу отсажу от Акелы, Алиту отсажу, чтобы они поскучали. Чтобы им выбора не было, понимаете? Чтобы он немножко подскучал, она подскучала. И потом потихоньку к гону, когда дело будет идти, может, октябрь,
И постепенно вот буду пробовать. Будет это все жестко выглядеть на самом деле. Я, скорее всего, открою вольер тот, который переходит в большой вольер, перегонку. И выпущу Акела. Акела сразу к ней побежит, по-любому. Ну и посмотрим, как будет вести себя. Если начнут драться, жестко драться, я не знаю, буду смотреть ситуацию, разглядывать. Я думаю, мне надо находиться в вольере в этот момент. Просто в вольере. Вот у Фурии. Но она, не знаю, или наоборот с дистанции смотреть, наблюдать это все. Как-то камеру туда поставить, встречу запечатлеть, мне уйти, чтобы Акела сам к ней пробрался и там что-то вот попытался вот познакомиться. Потому что при мне Фурия будет забитая, Фурия будет такая, как сказать, вся на нервах, и может из-за этого произойти какой-то конфликт с Акелой. Вот и все. Вот и все. Вот и будет беда очень сильно. Они, если вцепятся, это не лайки, что там ушко порежут. Вы видели, как очистила уши Фурия новой Ои еще 2-3 месяца назад? А если вцепится в глотку, в шкуру, там печальные, там зашивать придется. Привет, Киев. Киевская область. Откуда? Прумку надо гентест сделать. На мой взгляд, он больше на щенка собаки забитого, но это мой взгляд. Сейчас я объясню все про Умку. Если хотите, объясню. Вот просто вот во сколько народу, давайте вот там плюсики, мюсики, там поставьте что-нибудь, чтобы я видел, интересно вам это или нет. Полярные лисы, я их ловил, песцов. Да, можно будет приехать в группу волонтеров, записывайтесь. Ой-ой-ой, сколько вас хотят услышать про Умку. Ну вы все поняли, кто такой Умка, да? Он бандит, пытается вылезти оттуда. Умка! Умочка! Ах ты хулиган! Сегодня молочка козьего с утра дал, корма им премиум класса дал, сари, они покушали так плотненько, с одной миски ели, порыкивали, но... Ой, сколько, все, прекращаем плюсики кидать, все, а то я сообщений не увижу. Так, рассказываю про маленького этого принца белого. Ну, историю всю остальную слышали, что я приехал, я думал, все по-другому, все будет насчет роста родителей, но совсем все иначе были, они оказались очень маленькие. Ну, как маленькие, я думаю, немножко Калита он вырастет, это и то будет хорошо, потому что мне рослый, я в селекцию, я не знаю, будем смотреть, и будет делаться ген-тест. Умка, я лично увидел мать. Мать, как мне сказали, была достаточно слогова. Она была больная, рахитная. Нет, в Новом Уренгое волки не водятся. Бывает, заходят, но туда дальше полярные есть. На следующий год там с администрацией связываться буду, в экспедицию, может, поеду. В общем, была она взята с логова, выросла вот, и она крылась вторым поколением. А вот этого второго поколения, сейчас покажу вам, мне вчера как раз мы с хозяином, мы общаемся, хороший мужик вообще, Андрюха зовут его, нормальный парень, встретил нас грамотно. Сейчас покажу. Сейчас, где тут? Короче, хороший, вот побольше бы таких мужиков. Света, Ядина, 1000 рублей, спасибо вам огромное. Так, сейчас покажу. Вот по мамкиной стороне, ой, по папкиной, мамка волчица,
Хотя там, мне кажется, есть какие-то, ну, как сказать, ну, что-то есть, мне кажется, вот гентест нужен, вот чисто из-за волчицы. По той стороне там все понятно, я видел живую, я видел, как он себя ведет. В общем, вот по папиной стороне, получается, его бабка. Почему он такой пушистый? Вот мне бабку скинули. Вот она, такая пушистая бабка. Посмотрите. Насчет волчицы, она была рахитная, как он мне сказал. Этот умер, брать ее, а она осталась. Ее как бы выходили. Может, поэтому у нее такой рост не очень большой. Вот бабка по отцу стороне. Посмотрите, вот она. Ну, в ней видно тоже она. Это первое поколение. Возможно, такое я встречал. Я, если бы не знал такое, я просто со многими волчатниками общаюсь. Вы видите, вы со своей колокольни, да, там вы не видели такого, не знаю. Я знаю по селекции, знаю, кто вот занимается этим. Вот этот мужчина, Андрей, занимается 20 лет этим. Еще там Кузин с Чувашии тоже, вот, привет, кстати, если увидит меня. Тоже хороший мужик. На охоту звал к себе тоже. И Андрей зовет меня на охоту. В общем, встречается, вылазит такой ген пушистости. Но во втором колене. Но в первом колене это первый раз. Поэтому делается ген-тест, смотрится. Но я вам скажу, это чистокровный волк. Я что, не знаю забитых щенков, что ли? Не. Хватать так за руки, как пиранья, перебираться по руке. Укусы такие сильные. Да, много чего. Много отличающих щенка. Даже от Валенда отличается он сильно по поведению. Выше крови там. Там не 25 крови, не 30. Там выше намного. Просто в первое поколение должно быть там от 50 до 70, смотря кто рожает. Но вообще 60-70. Но здесь, мне кажется, что-то. Ну, я думаю, не меньше 40. Не меньше 40. Что-то мне подсказывает, что надо вот сделать ген-тест и не меньше 40. Нет, ария предназначена для другого. Ария предназначена для дальнейшей селекционной работы по валендам. Жених арии, скорее всего, будет чистокровная западносибирская лайка. Рослая, будем искать рослых, чтобы не меньше тайги, как была новой, выше, чтобы тайги леший. Всем салют, спасибо большое. Чтобы не меньше, чем тайга была новая. Так тайга самка, а самец, чтобы еще крупнее был. Или или низкопроцентным гибридом будем. Ой, не гибридом, а валендом крыть. Который будет в 3-4 поколении. Искать такого щенка, или вот щенка, или... Ну, есть у меня планы, я не хочу все рассказывать, но для селекции нужно немножко другое. Пернатые питомцы. Спасибо. Днепру привет. Город Днепр. Привет, а ты щенков продаешь же? Ну, у нас строится еще питомник валендов во Волгограде. Там Алексей мальчиком всем этим заправляет, все делает, все покупает, все. Ну, моей там помощи, конечно же, там вообще особо никакой нет. Он сам все делает, поэтому есть в Волгограде, под Волгоградом, щенки сейчас планируется родиться точнее, и, ну, как обычно, там все забронированы, но я не знаю, что там будет, сколько родится, поэтому бронируйте, и если попадетесь на это все, то повезло, значит. Я лично, у меня нет щенков, я не продаю. Как жила Фурия до тебя? Какая у нее история? Волчара, 40 рублей. Спасибо большое за 40 рублей. Сейчас расскажу. Я уже рассказывал, правда, и в видео, и везде. Она жила до 4 месяцев в зоопарке удмуртском. То мы ее перекупили для перепродажи в Китай. Но так как ее собратья все умерли, один при перевозке там неправильно транспортировали, вторая от того, что клещ укусил. И вот она одна выжила и жила 3 года у человека на Кавказе, в Беслане. Потом
Я искал для Акелы невесту. И я наткнулся, и там ценник был, ну, там 200 или 250 тысяч, ну, как бы неподъемный для меня. В общем, я сразу позвонил, пообщался с этим мужчиной, сказал, что она будет жить в достойных условиях, но, как бы, давайте как-то по-другому договоримся с вами, не за деньги. Ну, и как бы вот договорились. И она теперь у меня, она, кстати, первая открывательница парка северных волков. Это арктическая волчица Фурия. Первая открывательница. На этой земле она первая была. Модерат топ. Если от Акелы и Фури родится черного окраса, это будет просто монстр. Да такой красивый монстр, что он и Акелу может затмить по красоте. Хотя Акела по экстерьеру, я не знаю, как вам сказать, ну реально я таких волков мало видел. Вот его брат Елисей такой же красивый. Его сестры красавицы. Андрюха, где вы с Аней познакомились? Эльчин Халилов. Эльчин 10 евро, спасибо большое за 10 евро. Мы в школе, мы с одной школы. В Новом Уренгое. А комар не подойдет, Ариэл. Комара, кстати, хотели забрать уже в коме. Потом человек резко отказался. И я не знаю, ну там из-за того, что доставку, говорит, долго, ты там что-то долго. Он, кстати, может смотреть меня, привет. В общем, что-то там, может, другое найдет. Поэтому, кому интересен комар, и кто бы хотел дальше продолжить что-то вот в такой селекции интересной. Комар, понимаете, он стандарт будет. Но он как бы будет на пределе роста, он высокий кобель должен быть. Но он не переросток, я ищу переростков. А комар, вот кому интересно, 35 тысяч рублей и, ну, поговорим, да доставим. Ну, доставка, наверное, еще будет. Доставка, наверное, еще плюсом там будет 1010, может 15, смотря куда. Поэтому я вам скажу так. Кому интересна западно-сибирская лайка, комар. Комар очень красивый, статный. Я человеку сразу сказал, все выставки, все это будет. И крови там такие сильные, что... Почему? Я не знаю. Вот так вот звонят, потом раз откажутся. Поэтому предоплату надо брать, чтобы не было такого. Да и перевозчики что-то там накосячили, не могли доставить. Со старым хозяином я не могу вам сказать, какие отношения у них были. Парк закрыт для посещения, да. Комар бы подошел идеально, Ари. По экстерьеру это просто великолепный кобель был. Вот просто шикарный. Вот просто шикарный. Мне отец звонит, еще там многие охотники звонят. О, купается в озере, красота с Алитой, Акелом. Добрый вечер, спасибо за стрим. Виктория Версаче, спасибо вам. Ария не меньше 65. Не меньше 65. О чем вы? Какие 55? Не меньше 65 Ария. И до 80 может доходить там. Комар, он, да, он вообще на самом деле, вот, поэтому его брат себе, он себе его оставил, все, его вот отец сейчас. Ну, много животных, поэтому по качеству еще хватает собак и решили вот на продажу. Это реально такой эксклюзивчик материал, и мне вот отец звонит, там еще охотники звонят вот насчет новой тайги, чтобы повязали ее не кем я хочу, а хотят, чтобы Синаем я ее повязал. Ну, Синай это у нас сын тайги нашей, и там крови тоже получается, ну, наши сидят все, и вот эта новая тайга, ну, там тоже рослые будут кобели. Кобели не меньше, чем сука будут размером. А самки могут поменьше быть. Ну, не знаю, хотелось бы вообще прям гигантского. А Синай тоже, Синай по экстерьеру идеальный.
Привет, ты лучший. Спасибо. Можешь сесть, чтобы на заднем плане как-то Акелу было видно. Блин, а я туда, если сейчас пойду, у меня интернет не дотянет. Почему? Алита это вообще капец. Они вон догонялки носятся, с Акелой играется. Она очень умная, вот она очень умная. Вчера она вечером я выпустил с ошейником GPS. Кстати, спасибо огромное Андрею Светлому за такой подарок. Еще раз повторю, огромная ему благодарность. И он реально очень помогает парку волков и мне лично. Поэтому спасибо большое. Прекрасная семья, бро, рад за тебя, удачи с парком. Ельчин, спасибо тебе огромное, дай бог здоровья. Спасибо. Я думаю, Андрей, наверное, мне это уже на денюху такой подарок сделал, потому что большой подарок на самом деле. 2000 зрителям. Почему назвали комар? Там на К букву надо было назвать 7 щенков. Ну, на что фантазии хватило, на то назвали. Ой-ой-ой, как Акела. И она вот бегала вчера, 10 километров за час набегала там. Ну так, поносилась. И они что-то круг делали. Вот я сегодня хотел проверить, сходить туда. Может получится, сегодня схожу. Посмотрю, где они там носились. 7 сантиметров, не меньше. Да не, какой 70? Там 80 сантиметров. Где-то 80 в холке. Не 70, какой 70? Под 70 в холке это новая тайга. У нее 65, вот так вот. 65 в холке, 64, 65. Рыбки, да, должны пруд. Ну, что-то мне тут забраковали, что они какие-то там заразные, что-то там заразу распространяет, еще что-то у них там. Опытного бы специалиста, кто мне об этом бы все рассказал бы. Хочешь в Грайм Легион, поезжай в Удом. Бля, что-то ничего не понял. Привет, Канада. Акелус Фурия, сентябрь-октябрь, знакомить. Что-то похоже на Тайган. Блин, ну это на самом деле прям грандиозное будет. Да здесь уже земли повыкупали, куда здесь? Если, конечно, еще бы туда земли купить, ну 1,5 миллиона. Где эти деньги брать себе? 1,5 ляма, если взять вот там в рассрочку. Так, ну я еще за эту землю там 600 чем-то тысяч должен. Ну 700 почти. В ипотеку плачу, поэтому ну тут не вывоз вообще будет. Еще одну брать. Здравствуйте, Андрей. Что думаете о дрессировке крокодилов? Планирую заниматься этим. Ну это же хладнокровное животное. У него, это как динозавр, как бы он что видит, то и жрать может. У них нет такого там сожаления, сочувствия. Вот если там какой-то медведь увидит ребенка или что, ну он, возможно, оставит его и не станет растерзывать там еще что-то. А крокодил он съест, он заглотит его и все. Как бы крокодил это такое. Мама звонит. Так, отклонить. Надо здесь позвонить. Сказать, что мама, ты что, у меня эфир. 3 просто топ-топ. Блин. Мама, привет, я сейчас в эфире. Давай я позвоню, ага. Я поговорю сейчас, давай, целую. Андрей, привет из Якутии. Знаком с породой якутских лаек? Да, знаком, но лично вот так вот не встречал, не видел вживую. Может и видел, но не помню. Но вот так, что... Я не знаю, как. По внешности тоже они все разные. У них нет однотипности. Как бы, знаете, как...
как вот прям вот тот же питбуль или еще что-то. Ну вот даже вот брать высокопородных. Вот, например, лайку там высокопородную взять, там еще вот, они одного типа как бы все. А якутские лайки, может я ошибаюсь, но я видел питомники, я изучал, я заходил, я очень много видео посмотрел про Якутию, про вот эти питомники, лаек. Ну, интересная порода, интересная, кто ее вывел. Ну, мне она не подходит, лично мне. Может кому-то она и понравится, может и что. Я бы выбрал, может, если были там какие-то такие там под 80 холки. И если бы я знал родословную, это якутские лайки, кто там, что там, с кем вязан был. Знаком с зоопарком в Ленинградской области на Лампушках, который нет, не знаком, даже первый раз слышу. Что за зоопарк такой? Привет с Тюмени, спасибо за ответ про щенков. У меня у самого кобель села 5 лет, все, рос. С тещей и собакой смотрим тебя. А что за кобель? Что-то я пропустил. Западно-сибирская лайка тоже. Спасибо за денежку. Кто же не халиты? А вот, угадайте, есть на примете. В этом году есть. Синай должен в сентябре, скорее всего, прийти. Если не получится кое с кем, то будет с Синаем, если она потечет. Там щенки вообще бомба должны быть. Просто вообще лютые. Вот просто лютейшие. Я имею в виду, как в Тайгане водить туристов и т.д. Но это позже все. Я в Тайгане тоже сразу же туристов не было. Ладно, вот ты будешь взять той собаку отца, который не боялся Акелы, больше такой был. Не, он небольшой был, это никто не боялся Акелы, это был Музгар. Это Музгар, это дочь у него, сын Алмаз у него и дочь Вьюга у нас дома. Вот Вьюга она родила, вот комара. Я же говорю, крови там лютые на самом деле. Ольга, насчет дружбы я не знаю. Тайга такая в этом плане дерзкая, она особо не избегает драк тоже. Она, ну, как бы свое превосходство показывает. Новая тайга сейчас освоится и начнет тоже себя показывать. Фото Елисея можно в студию? Конечно, можно. Злой татарин. Так. Сейчас злому татарину покажем. Сейчас, подожди. Елисея. Где у нас ты ж Елисей? Лечение глазки тайги. Жанна Николаевна, спасибо вам огромное. Так. Сейчас посмотрим, если найду. Елисей. Так. Надо, наверное, волк написать. Елисей. Так, подождите. Вьюга там живет, да. Короче, я его сейчас, наверное, не найду. А может и найду, подождите. Можете показать видео, что за зона... что за зона Акелы. Там растет иван-чай. Я его скоро соберу и покажу вам, что я с ним буду делать. Там поле такое идет. И деревья, и поле. Фото Елисея. Она у Ольги. У Ольги сейчас. Сейчас в Америке набирает популярность во всем мире. Даже Генте сейчас стал показывать западную сибирскую лайку. Сейчас очень сильно порода эта стала популярна за границей. И вот такие вот фотографии даже рисуют. Лайк. Интересно вообще. Так. Елисей. $5. Игорь, спасибо большое. Так.
Я его сейчас искать долго буду, Елисея этого. Он там шикарный волк, он серый. Какие у вас планы на Лую? На Лую у меня планы Рагнар. Вот и все планы. Рагнара же знаете? Вот Луя будет ждать его. Он там будет тоже щенки, это капец. Это будет капец, я не представляю, что там будет даже. Алицу Акел не будете вязать? Нет, не будем, так что щенки тоже бомбовые там будут. Но Акела Фурия, Фурия Акела. Вот он. Акела Фурия, Фурия Акела. Надо Фурия вязать, потому что я должен человеку за это все. Так. Вот братик Акелы, маленький, когда был. Посмотрите, какой шикарный волчонок. Вот они, видно экстерьер, вот сразу видно, даже когда маленький, экстерьер какой мощнейший, просто лютый. Сейчас я вам покажу еще брата Акелы, только это не Елисей, он за границу уехал тоже. Сейчас я покажу вам фотографию его. Но он не с этого же помета, а со следующих пометов, но тоже родная кровь. Александр Синильников. Спасибо огромное. Спасибо большое за 2000. Сейчас я вам покажу его. Сейчас покажу Рагнар и Луя. Рагнаром я вообще все, что можно бы покрыл. Главное, чтобы он вырос и все хорошо было. И все мы живы, здоровы были. А так планы грандиозные. Почему светленький? Но у него братья серые. Потому что отец у Акелы серый был. Вот, посмотрите, какой шикарный. Это еще один брат Акелы. Вот они волки, вы понимаете? Вот экстерьер. Как правильно подобрана была пара волков. И какой экстерьер волков произошел. Анна Сокол, здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть на эфире. С 3 лет вообще, с 2, с 3. Самки с 3, с 2. Андрей отправил фото в Тамбов, забрал лайки и нынешнего вулкана в Сибирской лайк. Здравствуйте, Ольга, вы мне куда отправили? Невеста братиша еще не родилась, такая волчица. Если форс-мажор не произойдет. Андрея, можно повязать обыкновенный шакал самки и койот самку? Канал о диких животных. А для чего? Вы мне скажите, ответьте сначала. Ария похожа на брата Акела. Ария экстерьерная. Ария будет, это модель. Модель еще та. Это красавица. Главное уберечь ее от всяких всячин. Вот еще, посмотрите, какой брат у Акелы. Красавец. Не, я, наверное, не прикреплю. Как я прикреплю? Или сюда могут скинуть чего-то. Спасибо за вашу работу. Все ваш питом чудес. Смотреть на них одно удовольствие. Спасибо вам большое. Так. Бедная Алита там, у нее целый этот, как ее там, с Акелой тренировки прям мощные, с ней играются, бегают. Не, просто для селекции это как? Надо же какую-то цель иметь в этом всем. Не просто так, просто для селекции. Как можно арктического волка там повязать с шакалом? Для чего такая вязка? Она ненужная будет. В Канаде и так помешаны волки там с койотами. Перемешанные, там есть, встречаются такие виды. Андрей, скажи про суточную голодовку. Сам тоже голодаешь, спасибо. Да, я пытался голодать в этот раз в отпуске. Если честно, круг общения очень сильно зависит. Круг общения, с кем ты живешь, с кем ты общаешься.
пища это очень важно. Когда ты один, ну или кто-то придерживается твоим правилам, тебе легче намного содержать все, голодовку соблюдать и тому подобное. Но когда там все вокруг едят, там тортики, мортики, там шоколадки, вкусняшки всякие, шашлыки там, и ты сидишь просто, и, конечно, ты тяжело выдержать это все. А так голодовку, конечно, зверям вообще чаще надо делать, диким. Если активности, лайкам тоже и этим, как там, если активности нет, конечно же. Я голодовку тоже делаю, но мне поста хватает обычно, я пощусь. Бывает не пощусь, бывает и не выдерживаю. Что там про адекватность Андрея? Ксюша, а что ты, надо было не удалять, что я прочитал бы, хотел ответить на него, не успел. Что там человек писал? Ария антиалит это толчути. Антиуаридайн кавер год йопек кепитуб. Друзья, переведите, пожалуйста, я криво, походу, переведу сейчас. Ольга, спасибо за 100 рублей. Хорошо, я посмотрю. Переведите, пожалуйста, что мне там написали. Что-то Алита, Ария, типа Чинки или что там, Кута, что-то там прислали. Родителей братиша нет, конечно, они в лесу жили и живут, наверное. Акела чистокровный канадец. Серые волки, ой, канадские волки могут быть и белые, и серые, и черные, и серебристые, и подпалые, и седые, у них разный окрас может быть. Ария, Алита очень милые, хорошая работа. Thank you very much, как там звали? Спасибо большое. Блин, а какой ник там был? Ты неадекватный, типа у тебя клочок земли, а в Тайгане за эти деньги целый парк. За какие эти деньги, интересно? Вот честно, иногда хочется вот так встать, кто каждый там базарит, вот так выстроить, там будет 1000 человек. Вот не поленился бы каждому, вот подошел бы и каждому бы прописал бы за базар. Не знает, что болтает, блин. Тебя даже за границей смотрят, офигеть. Меня и начали за границы смотреть. Алексей, 100 рублей, пробу фурию в обход Акелы в зону выпустить. В обход Акелы. Как понять, Алексей, спасибо за 100 рублей. Как понять в обход Акелы в зону запустить? Что ты думаешь насчет привязки собаки к будке? Слушайте, ну, есть у вас, например, собака, да? Вы ее во дворе держите, она вам там разрыла, там поломала, там раздолбала, а у вас, например, нет средств там построить вольер или нету места дома. Ну вот так получилось, что у вас щенок есть. И вам или подарили его, или еще что-то сделали. Ну, блин, ну как, вот подумайте и скажите, я думаю, вы сами ответите на свой вопрос. Я вот Алиту на ночь если оставлю, тут капздец что будет. Тут просто она все перевернет, всю мусорку, все разворошит. А на машине может поотрывать всякие эти там фары, там. Она тут шланги погрызет, она тут такое может устроить. Ой-ой-ой. В выгрузочной зоне, что предпринимать надо, я сказал, прежде чем ее запустить, надо щебня будет завести туда. И полностью обход сделать, проверить все места на крепость. Ну, щебня обязательно, щебня и песка туда засыпать, заехать. Солнечного Сургута. Ой, улыбнули. Солнечный Сургут. Привет, привет, Сургут.
А что с китайским каналом? О, спасибо, что напомнили. Идет потихоньку, идет, но что-то там мало развития, я так смотрю. Там 200 тысяч, по-моему, подписчиков у меня уже. Там люди занимаются, надо им написать. Блин, контроль над этими людьми бы вести как-то, я не знаю. Потому что, мне кажется, они меня обманывают. Налито гоняет. Анна Денисова, спасибо. Динго с Воландом скрестить, вот эта смесь будет. Я смотрю, тут тоже у меня одни экспериментаторы сидят. Интересно, конечно же. Ой-ой-ой. Алита вся уже черная, как и Акела. Рыбалка, интересуйтесь очень. Друзья, кто есть в Петербурге, кто хочет лично познакомиться, зовите меня на рыбалку, как-нибудь съезжу с вами. Только на такую рыбалку. Плодотворную, чтобы она давала результативную. Во. Очень хочу на рыбалку здесь ездить, но вот один раз ездили и все. Некогда, времени нет, то некуда, я не знаю, тут я, видите, не местный, некогда узнавать. В Уренгой сел, поехал там, папа все знает, там рассказал. Смотришь кулачные бои. Ну, когда интересно какой-то бой, зайду, посмотрю. Казахстан, привет. Татарстан, привет. Плюс 12 в солнечном Сургуте, как и в Уренгое. Да, у меня уже жена в Уренгое. Мама поехала с сестрой туда же, где и мы отдыхали, и с батей, и вместе с моей дочкой. Дочку тоже взяли. Алексей, 100 рублей, спасибо большое. Не-не-не, так не получится, никакой братиш в зону. Это Акелина зона, все, как бы, ну... Братиша сейчас будет строиться выгрузочная зона, он туда первый и полезет бегать. Как Умка, прекрасно. Светлана Нижняя, спасибо вам большое. Опять я... конечно буду. Конечно буду ходить. Буду брать по очереди, скорее всего, потому что они рвут друг друга. Буду смотреть, изучать поведение их. Новую, старенькую тайгу. Ну, на нее планов никаких в этом плане вязок и тому подобное нету, потому что уже как бы 12 лет уже, ну зачем мучить? Может, она и не потечет уже как бы от этого. Не, ее уже все так, она как будет здесь ходить. Царица, я ее выпущу. Будет ходить по парку здесь. Следить за всем. Дубль 13. Почему Фурия не боится вашу жену, и она гладит ее по носику? Она вообще девушек не боится. Не боится, ну, некоторых может, ну, пасть открывать, кусать пытается, изучать. Но девушек она не боится вообще никаких. Вообще. Акел, есть дети с Лилу? Нет. Андрей, есть разница, если отец волк и мать собака и наоборот? Да, есть, конечно. Очень большая разница. Большая разница прям. Костя, Алида, это вам не спамьте. Что там так, как Луя? Прекрасно, Луя. Шкодничает. Умку на привязи посадить, чтобы не убегать под вольер. Он сейчас чуть подрастет, я его на привязь по-любому посажу, буду пробовать его. Ну как посажу? Ну на час буду вот так садить на привязь, на 2 и на тросе. Не просто на привязь, а на тросе, чтобы он бегал, игрался. Будете расширяться. Нет, землю уже вокруг поукупали. Здесь конюшня будет рядом. Тут металлопроизводство, а сзади еще землю вроде бы не выкупили. Но средств нету. За эту еще землю-то не расплатился. Куда? Надо губу мне закатать. Татьяна Савиных, спасибо вам большое. Спасибо, дай бог вам здоровья. Ну, с боков выкуплена земля, а туда есть земля одна сразу же. Как раз там с той стороны, она промежна с этой землей, ну прям рядом-рядом. Вот земля, например, да, моя.
И вот если вот тут земли выкуплены, а здесь есть еще одна земля, и только за вот этой... Стоп. Так, за вот этой землей... Так, подожди. Вот есть земля, вот за этой землей... Вот за этой... Вот за этой землей будет только дорога идти. Она рядом, эта земля прилегает. Какой жених будет у Фурии? Самый лучший, самый популярный, самый мощный, самый красивый. Сохрани стрим на сутки. Хорошо. Андрей Добрыш, какая специализация у новой породы охотничья? У валендов, да, охотничья собака. Охотничий. Валенд. Но я думаю, не только в охоте использовать можно. Вот алитка та же, как бы, ну, луя. Они прекрасно ладят с семьей. Я думаю, кто хочет там волка завести, да, это та альтернатива будет тем людям, которые хотят завести волка, да. Если это распространится, порода будет, ну, уже много, на нее большой спрос и много щенков, то почему бы и нет, почему не завести, если ты хочешь сильно там волка, ну, волка не нужно заводить, нельзя заводить волка, это все, это, ну, нельзя этого делать категорически. Категорически нельзя заводить волков. Нельзя это делать. Поэтому вот эта альтернатива на то, чтобы завести вот валенда, вот, который есть волчья кровь. Вот кому нужна экзотика какая-то человеку, вот он, вот волка хочу, вот заведи себе валенда. Надо высокопроцентного заведи, если хочешь, прям, чтобы волк волком был. Ну, я имею в виду высокопроцентного. Это как? Есть вообще у валендов от 6 до 25% заводчик должен знать, какой щенок. Он даже видит из помета, кто какой щенок, и у кого будет больше волчьего, у кого больше собачьего. Поэтому сразу можно сказать, если человек просит такого, более такого подзабитого, больше волчьего, где он вот такого может получить щенка. Кто хочет не мучиться, там ничего, вот охотники обычно, они вот хотят больше такого, который был, ну, как собака, потому что заниматься вот это волками некогда и некому. Вот и все. На любой вкус, как бы. Я считаю так. Для охраны, да. Для охраны тоже подойдут. Может и, блин, такие рваные сделать. Может и задушить человека, если будет какой-то крупный кобель. Андрей, как ты обычно расслабляешься? Чем любишь заниматься в свободное от хозяйства времени? Блин, честно скажу, люблю расслабляться. Мне нравится петь песни, играть на гитаре. Я уже давно не играл, надо гитару купить. Хорошую какую-нибудь. То купишь вечно подешевле, и, блин, то ломается, то, блин, еще что-то, то она вся облупливается. В общем, люблю играть на гитаре. Активный образ жизни вообще прям мне, это прям по мне какие-то приключения, куда-то сходить, куда-то съездить, куда-то залезть туда, откуда вообще потом не вылезти. Вот такое мне вот нравится. Ну, общаться с новыми людьми, которые там тоже там достигли, интересные люди. Ну, с разными. Нравится все, кому-то советы давать нравится. Человек сидит там, ему 14 лет, да, ребенок. Ты ему объясняешь, где-то у него что-то отложилось. Потом он через 5 лет позвонит и скажет спасибо тебе. Где-то что-то как-то, в принципе, да я и здесь, в принципе, нет, как сказать. Мне нравится и здесь находиться, и расслабляюсь, и здесь могу расслабиться. Вон на гамак лег, полежал, отдохнул. Спортом заниматься тоже, в фитнес-зал пойти, потренироваться. Вы похудели? Нет, я поправился. Что смотришь на ютубе? Ничего не смотрю. Если что-то попадется, иногда посмотрю, и все, а так ничего не смотрю. Мне 27 уже, будет 22 июля. Андрей, Умка характером фурию. Нет, просто фурия это волк чистокровный, а Умка это гибрид высокопроцентный волка и валенда. И у него нет социализации. Как и у фурии не было социализации в свое время.
Чисто дичь. Дикий волк. Дикаши их называют. Вот и все, что он дикаш, что она дикашка. Вот и все. Здесь они не похожи как характером. Это просто генетически заложено такое поведение. Это не характер. Это же не характер, друзья. Стас, 172 рубля. Ты слышал по Волка Чаву? Да, слышал. Печальная история, соболезную. Я написал в комментарии этому человеку. Почему говорят, что хаски похожи на волков? Ну, где-то в чем-то похожи. То, что воют, наверное. Блин, запах такой пошел, откуда, не пойму. Ветер подул. Болото чистого. Не нашествие ли каких-нибудь лягушек и змей? 22 мне 21. Прикольно. Андрей похож на футболиста Кана. Кстати, мне об этом говорили уже. Андрей сейчас хоть чутко тренируется. Ну вот, Рамзана начал когда ходить. И сейчас не. Сейчас вот турничок, брусья. Здесь бой с тенью. И вис вниз головой. У меня есть гравитационные сапоги. Одеваешь их. Кверх ногами висишь со спиной. Беда. Я еле хожу. Поэтому я и сейчас вот будет группа волонтеров. Постараюсь, чтобы это, адекватных людей набрать. Блин, братиш там ломится. И Рамзану тоже я сказал. Всем сказал, в общем, что я в этом деле пас в плане тяжести таскать, там еще что-то. Я как бы хочу ходить еще на своих ногах, плавать, играть со своими детьми. Нормально вообще, чтобы ходить на своих двух ногах. Вот что вам рассказывать-то, ё-моё. Поэтому спиной сейчас занимаюсь. Сейчас еще надо остеопата найти хорошего. И закачивать спину. Андрей Сакела психанет, сможешь его усмирить, осилишь? Ну, силой, скорее всего, нет, потому что он порежет меня быстро, если захочет. А тут надо характером смотреть. Ну, смотря как, если он поймет, что мне деваться некуда. Но он поломать может нормально меня. Слышно даже песни квакушки. Нет, в пруду я не видел лягушек, кстати. Да, у меня там 3 грыжи, 2 протрузии. Там, вообще я поврежден еще. Крестец позвонка там раздроблен был. Поэтому я натаскаюсь, как здесь тяжести, и все, и потом неделю лежу. И не встаю с кровати. Почему она приняла всех щенков, Фурия? Как понять, она не приняла щенков? В пруд мидий запустим. Где их взять, этих мидий? Вот, друзья, мне знаете, как интересно? Если интересно, если вот вы написали, вот, Андрюха, там-то можно купить то-то, то-то. Вот, здесь интересно, вот, пиши. Вот как мне сегодня написал насчет пруда человек. Так-то, а так купи, сделай. Ну, знаете, у меня миллиард забот, еще я тут мидии там не искал. Время не тратил, не сидел на это все. Вы не подумайте, что я там зазнался или что. Ну реально, как бы, не до мидий каких-то там. Поэтому я и так там много всего таких дел делаю, что, блин, капец. Не должен я их уже делать. Ну ты лентяй. Ну да, делать мне нечего. Там одной машиной разобрался, с прицепом договориться, там договориться. Я до сих пор на зимней резине езжу. Что у меня не было средств купить летнюю резину. А эти загасились Kia, которые дали на размер меньше резину. Че я? Тут делов столько, помимо мидии еще. Говорю, вот человек написал там про рыбок. Если хочешь помочь, если деньгами не можешь, хоть вот этим, как бы, хоть бы временем моим. Так, Костя Аитов, 29 рублей. Спасибо большое. Я слышал, у тебя было что-то. Да, я шею тоже ломал. Я вообще весь переломанный, так что стараюсь
упражнения делать, закачивать ее. Сейчас опять приболел, вот сегодня первая тренировка была спустя 10 дней. Я 10 дней перерыва делал, на море постоянно занимался. Прическа волчий барон. Волчий барон. Алла. Да вот нужен, где ж его взять-то? Просто мне тоже родители, там, жена говорит, ты займись собой. Животные подождут, там, ты их ездишь, лечишь, там, а себя не лечишь. Мне нужен такой отпуск на месяц, чтобы я уехал куда-то в клинику, чтобы меня там реабилитацией занялся. А так я навряд ли куда-то ездить буду. Ну, некогда этим заниматься. Андрюха, привет. Леха, здорово, как дела твои, как жизнь? Где ты поломался? Елена, в спорте. Готовился на Россию по греко-римской борьбе в Омске. Хотел бы помимо волков каких-нибудь себе. Животных, да, очень много интересных животных. Мидии от фильтра пруда. Я знаю. Где их взять, эти мидии? Что думаешь про Луну Агопа? Красивая волчица, гибрид высокопроцентный тоже. Я лично знаю, откуда он их брал, знаю Ольгу. Этим волком мы и тайгу пытались скрыть. Розет 400 рублей, спасибо большое. Елена Михайловна, спасибо за парк волков, это большое дело. Елена Михайловна, 5000 рублей. Елена Михайловна, спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья. Спасибо за денежку. Сегодня как раз реально результативный стрим. Всем огромное спасибо. Спасибо за денежку. Отдельно огромнейшее спасибо Кириллу. Я надеюсь, он мне написал, выйдет на связь, пообщаемся с ним. Спасибо всем огромное. Я думаю, будем заканчивать на этом, потому что... Кстати, сейчас переверну. Смотрите. Видно вам Акелу? Блин, не знаю, видно, нет. Он сейчас подкрадываться начал к Алите. Они так догонялки играют, интересно. Вот вы представляете, вот я ему и говорил, я похожу там 40 минут поснимаю и все на этом. Ну, там редактирую тоже там час-полтора, бывает 2, в зависимости как, что там, что за материал. А представляете, тут целые сутки что происходит. Тут реально нужен оператор такой, который вот ходит просто целый день и снимает их, снимает, чем они занимаются. Очень интересно, очень. Прям мне самому сижу и думаю, нифига себе, движухи. Костя, 29 рублей, спасибо. Я так сижу и слушаю Андрея, спасибо. Гостей принимаю, ждал, пока твоих разъедется, не хотел мешать. Леха, тебя, конечно, жду, приезжай. Привет, Донецк, спасибо за позитив, Дмитрий. Спасибо большое. Леха, ты по этому поводу вообще не парься. Мне в личное сообщение пиши или звони и приезжай в гости, без вопросов. У нас некоторые друзья... Так, подождите, а я так сижу... так. Да, с ковидом, конечно. У меня тоже много друзей поболело, там в Инстаграме пишу, я в афиге вообще. Ужас. Казахстан, привет. Ладно, друзья. Все, Леха, пиши мне в личное. Конечно, жду тебя. Да, есть у меня этот, как его... Что это за банк у меня? ВТБ банк у меня есть. ВТБ банк. Тоже по номеру он привязан. Который написан в этом. Ну, я не просил туда никого никогда отправлять, не говорил об этом, но я иногда смотрю, нет, кто-то там туда присылает денежку, там 100 рублей, там раз там, в месяц, может быть такая отправка. Есть волчат на продажу, а есть лицензия?
Смотри канал Юрия Со. Я когда-то смотрел этот канал, ну как смотрел, некоторые ролики видел года 2-3 назад, потом, я уже говорил, после одного видео перестал смотреть его. Леха, родной, приезжай с Рагнаром. Все, спокойной ночи всем. Пойду кормить своих зверей, наших зверят всех. Они меня ждут, выпускать Арию, гулять с этим, с малым, с этим лунтиком. Пусть побегают немножко вне вольера. На Арию, на нас, этот друг, здоровья тебе и твоим друзьям. Никита, спасибо и взаимно, и семье всей твоей здоровья. Одену GPS-ношение, которое мне подарил Андрей Светлый. И привет, Андрюха, здорово, брат. И будем смотреть, где она носится. По-любому с ней будет малыш. Потом будем ловить его, пробовать. И опять, чтобы привыкал вот так вот. Чтобы не просто в вольере сидел. Вот привыкал к Арии, с Арией носился, бегал. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Рад был с вами пообщаться. Спасибо. Так.